Согласно статье «Судьба уйгура. Российские ученые вступились за репрессированного в КНР коллегу», опубликованной на израильском новостном сайте Channel 9, обеспокоенные судьбой ученого его российские коллеги направили на имя председателя Китая Си Цзиньпиня открытое письмо с просьбой освободить бывшего ректора Синьцзянского медицинского университета, доктора наук и профессора Халмурата Гафура. В статье отмечается, что более 10 миллионов уйгуров, выступающих против китайских оккупантов в Восточном Туркестане, находятся под угрозой полного истребления. Под молох репрессивной машины профессор попал еще в 2017 году, с тех пор связаться с ним не удается. Российские ученые и медики заявили, что совместные научные и медицинские исследования с профессором приостановлены на долгие годы. Журнал Science сообщил, что профессор был арестован по политическим обвинениям. Профессор Халмурат Гафур является выдающимся врачом и ученым с мировым именем. Более 30 лет он связан творческими, научными, медицинскими и образовательными связями с Россией. Он готовил и защитил диссертацию доктора медицинских наук в Первом Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова, занимался научной и преподавательской работой, организовывал обмен научными делегациями и аспирантами между Россией и КНР, конференции и съезды ученых, сказано в тексте обращения. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность репрессивной политикой Китая в отношении мусульман в Восточном Туркестане. Макрон встретился с министром иностранных дел Китая в Елисейском дворце. В ходе переговоров президент Франции дал понять, что обеспокоен и следит за репрессивным отношением к мусульман в уйгурском регионе и нарушениями прав человека в Гонконге. Франция ранее несколько раз обсуждала с администрацией Пекина вопрос нарушения прав человека в уйгурском регионе. Председатель КНР Си Цзиньпинь предупредил, что страна ведет борьбу против сепаратизма в Тибете. Китай должен построить прочную, неприступную крепость в Тибете, чтобы поддерживать стабильность, национальное единство и обучать массы борьбе с разделением, сказал глава Поднебесной. Пообещав построить единый, процветающий, цивилизованный, стабильный, современный и социалистический Тибет, Си Цзиньпинь сказал, что сила Коммунистической партии Китая в регионе должна быть укреплена, а этнические группы должны быть интегрированы в китайское общество. Идеологическое и политическое образование в школах Тибета должно быть усилено, чтобы посеять семена любви к Китаю в сердце каждого молодого человека, цитирует Си Цзиньпиня информационное агентство Синьхуа. Кроме того, он добавил, что тибетский буддизм необходимо адаптировать к социализму и китайским традициям. Активисты и борцы за свободу Тибета, возглавляемые изгнанным духовным лидером Далай-ламой, отмечают, что действия Пекина являются культурным геноцидом. Против территориальных претензий Китая на острова в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях договорились министры обороны США и Японии. Об этом 29 августа сообщил министр обороны Японии Таро Коно, ответив на вопросы журналистов онлайн. В ходе встречи на острове Гуам мы договорились, что будем совместными усилиями сдерживать напористость Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, заявил Коно. Министр сообщил, что соглашение также распространяется на острова Сенкаку. США уже регулярно отправляют в регион военные корабли в ответ на военные действия Китая в Южно-Китайском море. Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам заявили, что Китай узурпировал права на энергоресурсы в регионе. По меньшей мере 17 человек погибли в результате обрушения двухэтажного ресторана в городе Линфэнь, провинции Шаньси на севере Китая. Согласно информации китайского государственного телевидения, из-под завалов были спасены 30 человек, 4 из которых были серьезно ранены. В поисково-спасательной операции задействованы сотни человек. Причины обрушения здания пока неизвестны. Ранее китайские СМИ сообщали, что обрушившееся здание являлось гостиницей.